Существуют на планете места, глядя на которые хочется сказать: такого не бывает. Роскошные пейзажи моря, горы открывают фантастические просторы, показывая, насколько прекрасна природа нашей маленькой республики. Взять, к примеру, самый популярный курорт Гагра. Среди его главных достопримечательностей – объекты культурно-исторического наследия, известные далеко за пределами страны. Современная Гагра – это более 20 работающих курортных объектов, развивающийся частный сектор, возрождающаяся сфера курортных услуг и многое другое. Но есть множество объектов в самом сердце Гагры, которые никто не замечает, а многие и вообще рады бы забыть об их существовании. К примеру, хозяева этого здания о нем позабыли точно. Курортное объединение «Адлер» приватизировало его в 2004 году. С тех пор объект больше напоминает мусорную свалку. Администрация Гагринского района убирает эту территорию, так как собственник этого объекта неоднократно уведомлялся, но мы его до сих пор не видели. Какой-то ответ поступал? Ответ не поступал. Координаты есть, телефоны есть. Постоянно беспокоим, постоянно звоним. Результата никакого. Объект с 2004 года находится в собственности и в таком состоянии. Это еще территория убрана. 2 с лишним гектара леса. Это теперь объект незавершенного строительства на 420 койко-мест по улице Абазга, 25, напоминает непроходимые джунгли. А в 2003 году, приватизируя его, компания «Стройэкс» обязалась за 2 года не только восстановить, но и ввести в эксплуатацию. С того дня прошло 14 лет. Прямо на стенах красуются роскошные деревья, которые уже почти готовы приносить плоды. На сегодняшний день арбитражным судом Саратовской области данное юридическое лицо признано банкротом, и к нам обратился представитель арбитражного управляющего в оказании содействия в организации продажи данного объекта. Нами рассматриваются предложения и будут предприняты меры в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия. А вот этот объект считается уникальным. В 1902 году был воздвигнут знаменитый дворец принца Ольденбургского. Это удивительное строение в стиле модерн с живописной, покрытой красной черепицей крышей, каминными трубами, балконами и удачно вписывающейся в общий ансамбль дворца башней Сокольничева. В советское время все эти здания были национализированы, а во дворце был устроен элитный дом отдыха имени Сталина. В 50-х оно получило другое название – «Чайка». Охранник на воротах преградил нам путь. Теперь это частная собственность. Согласно условиям конкурса, срок ввода объекта в эксплуатацию составляет 2 года. Однако собственниками не были выполнены свои обязательства. Здание общежития в Гагре в 2009 году приватизировала фирма «Сигма». Срок восстановления – 2 года. Судя по всему, восстановительные работы здесь и не начинались. А вот в главном корпусе санатория Гагрыбш, который был взят в аренду в 2003 году фирмой «Курортный развлекательный комплекс Гагрыбш», ремонтные работы проводились 10 лет назад. Потом вдруг все как-то стихло, и объект вот в таком виде существует уже много лет. Здесь по сегодняшний день по этому главному верхнему корпусу никакие работы, ремонтно-восстановительных работ не проведено. Как вы знаете, сейчас нами целенаправленно проводится проверка всего государственного имущества на предмет эффективного использования. Буквально в январе месяце этого года в данный договор внесено изменение об изъятии части из целого комплекса и об изъятии главного корпуса зданий и сооружений, которые входят в этот комплекс. Данное решение было принято в связи с тем, что не выполнены арендатором свои обязательства в части восстановления именно этого корпуса. В настоящее время у нас, не скрываем, имеются заявки, мы будем предлагать его. Различные формы отчуждения, может быть, это будет очередная аренда, либо приватизации. Над этим мы работаем, и в дальнейшем мы будем вас информировать. Это место знает каждый житель Абхазии. Гребешок, так называют его местные жители. Правее остановки располагается очень живописный объект, вернее, то, что от него осталось. По разным данным, это дача купца Голдобина, которую он построил для приболевшей дочери в 1920 году, и пансионат «Гребешок».
Запустение в пансионате длится настолько долго, что сегодня здесь даже не найдешь подсобные помещения. А где-то здесь под зарослями проходит дорога, ведущая к морю. Оздоровительный центр «Гребешок» в 2009 году приватизировала фирма «Морская корона». По договору срок восстановления ввода в эксплуатацию 2 года. Собственники должны были представить в Госкомимущество проектно-сметную документацию, но, по словам сотрудников Госкомитета, ее до сих пор нет. С 2009 года объект находится под усиленной охраной. По крайней мере, именно так гласит табличка на входных воротах. А за ними загородный особняк принца Ольденбургского 1910 года постройки общей площадью 600 квадратных метров. Вернее, то, что осталось от особняка и пансионата. На сегодняшний день более 25 объектов, приватизированных юридическими и физическими лицами, не выполняют условия договора в части восстановления и введения объекта в эксплуатацию в указанные сроки согласно договора. Нами ведется работа с собственниками имущества на устранение этих нарушений. Наша цель, чтобы объекты не простаивали, чтобы не портили, как говорится, и облик города, нашей республики. В случае устранения таких нарушений это будет способствовать скорейшему вводу объекта в эксплуатацию. Тем самым мы можем обеспечить рабочими местами наше население. Государство получит от этого доход. Таких примеров по всей республике десятки. Собственники забывают об объектах напрочь. Другие даже не помнят, как туда попасть. И видели-то они их лишь пару раз. Но есть в нашей стране и другие примеры, добросовестные. Это когда взятые обязательства исполняются в полном объеме. Вот смешанный объект. Здесь соседствуют древние строения и главный корпус пансионата «Скала». Фирма «Гагра Принц Тур» приватизировала объект в 2010 году и взялась восстановить корпус до 2018 года. Но собственники решили ускориться, и пансионат заработает уже в этом сезоне. Сейчас подбирают цвет для фасада здания, в ближайшее время будет запущена канатка. Раньше тут садились по вагончикам и отправлялись вниз по специально натянутым тросам. Именно так отдыхающие пансионата спускались к морю. Сейчас фуникулер не работает, но, по словам представителей собственника, уже ближе к началу сезона в Гагре вновь появится современная канатная дорога. Как видите, сегодня объект уже в стадии под завершение. Сейчас подбирается вот фасад, колерный состав под фасад. Мебель вся завезена. Номера 85-90% закончены. Расставляем мебель. Проблемы, да, есть. Вот сейчас водоснабжение будем проводить. Связано с инженерией. Небольшая там, замена труб. Километр, да. Но я думаю, что это сегодня проложить нелегко будет, но постараемся завершить в то время, когда будет готов объект в сдаче, в эксплуатацию. По поводу канатки у нас требуется замена тросов, щитовых приборов всех. Завезено основная часть материалов, то есть тросов, тех же вагончиков, как видите, завезены электрооборудование на канатну. И, естественно, мы очень хотим увидеть, она единственная в Абхазии, которая сегодня будет действовать. И, конечно, будет посещаемость туристов. И это большая реклама для нашей скалы. Пансионат Джуйквара в народе больше знают как комплекс Абаата. Известный объект историко-культурного наследия – Абхазская крепость IV-V веков. В те далекие годы крепость представляла собой мощное укрепление. Ныне от нее сохранилась лишь ограда, внутри которой расположились небольшой музей, храм, ресторан, гостиница и пансионат Джуйквара. Всего несколько лет назад здесь царила разруха. Древние здания разрушались, а мусор сюда свозился со всех близлежащих улиц. Хозяева здесь менялись часто, исторический объект умирал день за днем под гнетом мусора, времени и безалаберного отношения. В 2012 году объект был сдан в аренду на 20 лет. Из того, что здесь вложено на сегодняшний день, с 2012 года, в восстановление этого объекта наша инвестиционная строительная компания вложена около 157 миллионов рублей. Это еще меньше половины того, что мы собираемся сюда, потому что здесь, видите, еще территория достаточно благоустроенная. Потом у нас есть определенные ограничения
в плане того, что мы ничего нового здесь изобрести не можем, что-то мы должны восстановить то, что здесь уже было. А было здесь устроено все очень удобно, все очень здорово. Канализация еще, которые первые, кто здесь это делали, она до сих пор работает, безупречно работает. Видите, какой ресурс был заложен сюда на развитие. Нам остается только лишь не испортить то, что было и до этого до нас сделано. И время все подвластны. И люди, и что люди строят. Если руку к этому прикладывать не будешь, то ничего не выйдет. Арендаторы знают об объекте все и даже больше. История каждого здания богатая. Это сейчас здесь роскошный вид на море, ухоженный сад и возможность посидеть, подумать о жизни на досуге. У каждого растения тут тоже своя история. Например, у этого абрикоса, который уже дает урожай в виде крупных, очень сладких плодов. Юрий Лолуан не просто арендатор, а Баата для него второй дом, в котором он находится намного больше, чем в родительском. Секрет его успеха прост. Надо любить то, чем ты занимаешься, и для того, чтобы любимое дело процветало, необходимо вложить в него душу. История наша. История – это на то, что мы должны, на что мы опираемся. Понимаете, это история, это не просто история земли, это история людей, которые на этой земле жили, а все это наши предки. Цель инспекции Государственного комитета по имуществу и приватизации – изучение ситуации в сфере недвижимости. Это необходимо, чтобы понимать, соблюдаются ли обязательства по заключенным договорам. Представители ведомства посещают каждый объект, будь он в аренде или в собственности. Гагра была пунктом 2. И тоже с довольно печальным результатом. Нисфарш Бабислан Джинджоля, Леон Адлиба, Беслан Чхинджерия, Батал Басария. Абхазское телевидение.